26 числа у меня приехали и вырыли кран. Вот сегодня последний день, уже последние капли воды вытекают. А Эльгизар Нурдинов подсчитывает убытки. 5 лет назад взял в аренду участок земли перед плотиной. Здесь было озеро, куда он и запустил мальков карпа, сазана, толстолобика и белого амура. Говорит, хотел в этом году сделать платную рыбалку, но не тут-то было. Воду из озера спустили. На самом деле, чтобы поймать здесь рыбу, удочки и другие рыболовные снасти не нужны. Она идет в руки сама. Вот, например, похоже, полуторакилограммовый сазан. Еще жив, да, точно. Ну вот, как мне сказали сейчас специалисты, на самом деле этому сазану уже не жить. Вот здесь отчетливый удар о камень прямо в лоб. А все потому, что здесь решили заменить задвижку аварийного слива, и воду из одной стороны плотины пустили ручьем. Инициаторы – местный сельсовет и исполком района. Паводок вот это все размоет. Вот внизу, вот вы же проехали оттуда, все вот эти дома, все улицы, всех размоет. Вот эта плотина уйдет. Там уже рыбы никому не будет. Раньше в весенний период вода сливалась отсюда, поднимаясь до критического уровня. Она уходила через эти трубы, которые с той стороны плотины находятся на высоте примерно 4 метров от глубины. При этом задвижка в трубе, которая находится в самом низу, открывалась только в экстренных случаях и в преддверии паводка. Проблема в том, что старую задвижку отсюда сняли во вторник. Новую обещают установить до начала апреля. В итоге 5 дней вода уходит, рыба гибнет, предприниматель считает убытки. Почему замену не произвели, когда погода позволяла водолазам закрыть трубу под водой с другой стороны? Ответы у исполкома и сельсовета разные. Вы же убрали задвижку, которая не работала. Не работает, да. Когда узнали, что она не работает? Значит, во время обследования весной. Задвижка сломалась было так. В 2016 году они работают, в 2017 вот в эти года. В сельском поселке нет финансовых средств. В любом случае, без слива воды могли пострадать целые села. Но если бы задвижку не пришлось менять, то и у предпринимателей убытки были бы скорее издержками. В исполкоме обещали помочь. Ну, мы всестороннюю помощь ему окажем. Значит, предприниматели. Я все ни с чем. Я не знаю, может останутся, может... Не знаю, сами видите, подо льдом все, там воды нет. Мы будем следить за этой историей. Салават Ухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Новошишминский район.